Здравствуйте! Доброе утро! Мы, Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедянова, рады приветствовать вас в этот праздничный день. Наконец, в нашу страну пришел большой футбол, ведь сегодня матчем открытия между сборными России и Саудовской Аравии начинается чемпионат мира по футболу. Как уже встречает наш город многочисленных гостей, чем удивляет и чем собирается радовать, поговорим в нашей программе сегодня. Но не только. Вот еще что мы приготовили для вас этим утром. Приятного аппетита! Готовим куриные наггетсы дома. Советы для отличного самочувствия, которые придутся кстати каждой женщине. Скандинавский стиль в интерьере. Внимание к деталям и отделочным материалам. Итак, и без того красивая Казань преобразилась к началу Мундиаля. К приезду гостей готово все, от многочисленной и современной инфраструктуры до зон отдыха и развлечения в дни чемпионата. Главной площадкой для фанатов этой игры в нашем городе стала зона фан-феста у центра семьи Казан. Горожане уже смогли оценить ее красоту и удобство на праздновании Дня России. И все же, как она выглядит, что в ней расположено, узнаем прямо сейчас. Рахим – это гест. Рахим – это гест, что с перевода на русский означает «добро пожаловать». Это выражение в Казани выучили даже самые ленивые. Вот и экскурсовод, который решил возить гостей чемпионата на необычном транспорте, здоровается именно так. А еще завлекает туристов песнями на татарском языке. Это у нас велокарета. Мы, получается, во время чемпионата катаем туристов и наших местных жителей по самым красивым и интересным местам города. Помимо того, что мы катаем, мы предоставляем еще возможность получить уникальные фотографии в национальных головных уборах и костюмах. Самих маршрутов у нас несколько. Есть получасовые, 10-минутные, часовые. Это мы обхватываем весь центр. У нас получается очень полноценная, красивая фотосессия. Также мы снимаем видео вашей поездки. У нас там есть видеорегистратор, как GoPro. В течение 3 дней редактируем это видео, накладываем музыку, и получается очень просто классные эмоции, заряд позитива вам обеспечен. Также велокареты можно встретить на территории Кремля. Но мы советуем не торопиться, ведь на главной пешеходной улице Казани есть еще много всего интересного. Например, скульптура Забиваки. Вы пожалеете, если не успеете залить фото с символом чемпионата мира в своих социальных сетях. Казань очень преобразилась за последние 2-3 месяца. Здесь допустим, где мы находимся, такой сквер образовался, совсем недавно его построили. Потом много всяких достопримечательностей, отремонтировали. Променад, про который с восхищением рассказывает казанец, расположен от выхода из станции метро Козья Слобода со стороны улицы Чистопольская и продолжается в сторону центра семьи Казан. Вначале гости могут ознакомиться с картой променада, либо прибегнуть к помощи волонтеров, чей шатер расположен рядом. По всей территории сквера встречаются дизайнерские лавочки, стильные указатели. Сам променад выложен новенькой плиткой в форме трапеции 3 цветов. Вдоль пешеходной зоны проведена велодорожка. Сохранена и зеленая зона. Ближе к зданию Татмедиа появилась новая веранда с качелями. Главная часть променада именуется фестивальной площадью. Здесь расположена композиция из 32 шаров с названиями стран-участников чемпионата мира по футболу 2018. Все очень усердно подготовились, и я думаю, у нас пройдет замечательный чемпионат мира. Чуть дальше, возле территории центра семьи Казан, расположена официальная площадка для просмотра матчей за пределами стадиона. Здесь расположены 2 экрана, один из которых диаметром 144 квадратных метра. Уже сегодня на них будет организована трансляция первого матча между сборными России и Саудовской Аравии. Игра состоится в 18:00 по московскому времени. Франция, Австралия, Польша, Колумбия, Иран, Испания, Южная Корея и Германия. Эти страны будут играть в Казани в групповом этапе чемпионата. Еще будет игра 1/8 и четвертьфинальная игра.
Фанаты аргентинца Лионеля Месси и египтянина Мохаммеда Салаха мечтают увидеть их в игре именно на Казанском поле. А вот наша утренняя гостья, художница Анна Солнечная, решила не полагаться на фортуну и помогла всем быть ближе к своим кумирам. Она создала мозаичные портреты Месси и Салаха. Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Скажите, пожалуйста, почему именно эти футболисты вдохновили вас на создание вот этих панно? Мне вот больше, чем ей даже это интересно. Ну, симпатичные какие. Мы вообще хотели Рональдо в первую очередь сделать. Вот об этом и был разговор. Это икона футбола, да, мы все тоже все его знаем. Но потом мы подумали, что у нас он уже достаточно везде нарисован. Примелькался. Да, его на всех футболочках уже нарисовали, и он везде есть. И мы подумали, а надо посмотреть восходящие звезды какие-то у нас же еще интересные есть, где фанаты, ну, тоже их знают. Да, с ума по ним сходят, можно сказать. Ну да, ну меньше, пускай меньше, но все равно. Да. И мы открыли для себя Салаха. Он такой прям кудрявый, молодой, вечно позитивный. Стали про него читать. Он оказался таким очень позитивным человеком. И про него рассказывают, что он много детям помогает. Да, он помогает своим друзьям. Вот у него друг открывал барбершоп, он постригся. Вот у него в барбершопе, и вот с такой прической ходил. Мол, смотрите, это мой друг. Ну, конечно. Вот. О чем ты вообще? Ну, вот, Анна, а вы сами любите футбол? Болеете, а может быть, даже сами играете? Я теперь вот, как только начала делать Салаха, стала следить за всеми его передвижениями. Да, я прям прониклась к этому человеку, стала наблюдать за его жизнью. И когда там была игра, он себе повредил плечо, я искренне переживала за него. Да, вы смотрели этот матч, я так понимаю. Финал Лиги Чемпионов, падение Салаха, вывих плеча. Да, я раз, наверное, 20 посмотрела, как его там подставили, ножку подложили. И вы такие, Серхио Рамос, ты что делаешь, да? Да. Он очень эмоциональный, он такой ведь добрый, прям шел, плакал. Я вместе с ним плакала, мне было его очень жалко. Но я думаю, сейчас, глядя на эти просто фантастические работы, народ просто восхищается. Но скажите, из чего же сделаны эти работы, панно? Вы не поверите, это обычный камень, который вот у нас под ногами находится. Настолько просто? Это морская галька. Обычная морская галька, которая, вот вы на море приезжаете, вы ее смотрите, она вот у вас везде на берегу. Да, кругом, да, просто вот как песок, только крупный. Ну, вот я уже знаю, например, если ты едешь на море отдыхать, да, то не нужно, Анне, привозить магнитики, нужно камушки привозить, да? Да, я теперь шучу на эту тему. Всем привозят вино и магнитики, а мне камушки надо. Разноцветные. Килограммов 5, как минимум. А сколько времени ушло на создание вот одного панно? Естественно, я бы одна не сделала и одной картины, потому что это очень долго. Мне помогает труд. Да, мне помогает моя команда, которую я обучила и которая теперь вместе со мной делает эти картины. Вот без них бы я вообще бы не справилась. 5 человек, включая меня, мы делали одно панно около 2 месяцев где-то. Около 2 месяцев? Полтора, вот так вот. На одно панно, их уже 2 сделали. 2 сделали. Это удивительно. Мне больше такой вопрос, наверное, интересует. Отреагировали ли как-то вот эти именитые футболисты, знают ли они о том, что вот вы сделали своими руками, вложив частичку души, вот такую красоту? Есть возможность просто до них прям добраться? Мне очень много туристов приходят, тоже смотрят и узнают дети, фотографируются. Сейчас уже приезжают к нам фанаты, и все, уже такой прям эмоциональный всплеск у них, и мне очень приятно на это смотреть. Самая главная особенность наших картин – это то, что их можно трогать руками. Это вообще здорово, и все переживают. Ой, вы там фанаты по камушкам разберут. Не разберут. Все приклеено очень крепко. Но я надеюсь, что обязательно у вас будет личная возможность сфотографироваться рядом с этими футболистами. Все же, может быть, они как-то... А вдруг приедут? А вдруг, да, на самом деле. Поэтому я прям очень хочу как можно больше фотографировать, сделать выставку и фотографировать очень много туристов, чтобы они фотографировались и по сети раскидывали эти фотографии. А вдруг возьмут и приедут эти кумиры наши и сфоткаются рядом со своей картиной. Спасибо вам огромное, что вы вот такую красоту создаете своими руками, и многим болельщикам, и не только, есть возможность насладиться. И пожелаем мы, конечно же, удачи сегодня нашей сборной, которая открывает чемпионат мира и будет играть со сборной Саудовской Аравии, чтобы у них все обязательно получилось. Спасибо большое, Анна, что пришли к нам сегодня утром. Ну а сейчас реклама на ТНВ, она будет недолгой, впереди много интересного.
Доброе утро! Приглашаем к экранам всех, кто верит предсказаниям астрологов. Это традиционное время гороскопа в нашей программе. Звезды сегодня советуют овнам спокойно относиться к трудностям, которые возникнут в этот день. Ситуация скоро изменится к лучшему. Постарайтесь просто дождаться этого момента. Но вплоть до вечера вас будут сопровождать отличное настроение. Возможно, вас вдохновят собственные успехи в любовной, спортивной или творческой сфере. Тельцы сегодня добьются желаемого. У вас сегодня достаточно находчивости, и вы будете сомневаться в благополучном исходе событий. День вам принесет много удовольствия от общения с близкими. Возможно, ваше внимание весь день будет сосредоточено на доме, семье и детях, кстати. А близнецов ждут самые разные дела, а вот какой конкретно работе отдать предпочтение, решайте сами. Денежные расходы будут связаны с бизнесом, но если займетесь творчеством, то получите не только порцию вдохновения, но и крупную прибыль. Вот как. Гороскоп советует раку скрывать свои истинные чувства и эмоции в кругу коллег. Лучше будьте похожи на робота и методично выполняйте свою работу. Такая тактика поведения пойдет вам на руку. Какая-то путаница случится в личной жизни, а окажется, что избранник ведет себя неискренне по отношению к вам. Ай-яй-яй. Льву нужно собраться духом, чтобы решить все накопившиеся проблемы. Конечно же, многие из них созданы вами искусственно, поэтому включите разум. Если вечером появятся признаки переутомления, то лучше отказаться от развлечений с друзьями. Девам звезды советуют потешить свое самолюбие и посмотреть на работу коллег оптимистичнее. Точнее, если станет истинным реалистом, то и сами внедритесь в активный процесс. Если он творческий, то вам со многими удастся справиться. А мы продолжаем советами домохозяек. Надеемся, что именно они помогут вам благоустроить ваш быт, облегчить работу на кухне и познакомить с новым рецептом полезного блюда для домочадцев. Но об этом по порядку. Все большее количество наших соотечественников присматривается к скандинавской стилистике во время планирования ремонта частного дома или квартиры. Универсальность, простота, практичность и красота – вот что характеризует этот стиль, который хорошо подойдет как для малогабаритных квартир, так и для загородного дома. Посмотрите, может, и вам он приглянется. Доброе утро! Светлая мебель, спокойная палитра и минимум украшения. Такая должна быть гостиная в скандинавском стиле. Сегодня мы разберем конкретное решение в интерьере. Смотрите. В кухне скандинавского стиля много источников света, поэтому все здесь, начиная с отделки стен, потолка и заканчивая мебелью, тоже выдерживается в максимально светлой гамме. Для кухни мы использовали самый главный приоритетный цвет – это белый. Он идеально вписывается идеально подходит для кухни. Для фартука мы взяли керамогранит под имитацию оникса. Дальше очень много встроенной техники, то есть полностью минимализировали и оставили свободным пространство кухни, чтобы показать эту легкость и воздух скандинавского стиля. Также здесь достаточно много мест и зон хранения. Они также скрытые. Если мы посмотрим, например, вот в таком формате здесь ложки-вилки. В рабочей зоне кухни доминируют напольные шкафы с множеством скрытых ящиков. Так создается бесшовный эффект. Дополняет скандинавский стиль обеденный стол из натурального дерева и стулья с нарядными спинками. В скандинавском доме ванная комната напоминает сауну. Помещение от пола до потолка обшивается доской или плиткой, которая имитирует этот природный материал. Пластиковую душевую кабину лучше заменить перегородкой из стекла, а в набор сантехники входит встроенная раковина и подвесной унитаз со скрытыми коммуникациями. Зона комфорта у нас достаточно уютная, большая. Зона телевизора, она у нас идет как больше, наверное, арт-объект. Здесь мы основывались на том, что нам нужно было вместить все различные предметы мелкие, но при этом, чтобы их не было видно. Соответственно, у нас появилась такая задумка, как большой, огромный портал с нишей для ТВ-зоны, но при этом мы подчеркнули натуральность, лаконичность скандинавского стиля, используя имитацию под дерево, белый глянец. Соответственно, получилась достаточно интересная конструкция и многофункциональная.
Живя в этом интерьере, мне здесь очень уютно, комфортно. Я сюда добавила немного декора в виде рамочек и посуды. Придерживайтесь наших рекомендаций, и вы сможете создать такой стиль и у себя дома. Зайчики какие? Зайчики. Безусловно, от комфорта дома, да, зависит общее состояние. Вот нравится тебе диван? И настроение хорошее. Мне кажется, диван тебе всегда нравится. Любой. Это программа «Здравствуйте». И прежде чем мы продолжим давать советы для домохозяек, сделаем сюрприз для всех телезрителей. Вот этот пригласительный билет на спектакль «Водевиль. Пыль в глаза» на 16 июня в Качаловском театре достанется тому, кто первым дозвонится до нас по прямому телефону и ответит на простой вопрос. Из какого европейского языка пришло в русский слово «водевиль»? Звоните и выигрывайте 570-50-75 номер прямого эфира. А пока вы дозваниваетесь, разрешите дать вам несколько лайфхаков, которые пригодятся на кухне. Может, кто-то из радивых домохозяек и знает их, а для кого-то они станут открытием. На кухне всегда необходимо столько всего чистить, мыть, протирать и готовить, что без полезных советов от идей для жизни вам никак не обойтись. Итак, делимся с вами простыми лайфхаками для безболезненного времяпрепровождения на кухне. Для того, чтобы сохранить хлеб свежим в течение длительного времени, в хлебницу рядом с ним положите кусочек картофеля, яблоко или немного соли. Полностью нейтрализовать неприятный запах, который так часто остается на кухне после жарки мяса или котлет, поможет уксус. Подогрейте на сковороде 2 столовых ложки уксуса до полного испарения. А чтобы наполнить дом цитрусовым ароматом, не стоит тратиться на освежители воздуха. Достаточно просто проварить в кастрюльке на небольшом огне лимонные корки. Жирный налет и пригоревшая грязь на стенках и дверце духовки удаляются без труда, если на ночь обработать ее нашатырным спиртом. На утро протрите загрязненные места чистой влажной губкой, и вы удивитесь, как легко и быстро духовка засияет чистотой. Если в вашем термосе появился неприятный затхлый запах, справиться с этой неприятностью можно в 2 счета. Засыпьте в термос 2 столовых ложки риса и залейте стаканом воды. Через несколько часов удалите рис и промойте термос. Рис без остатка впитает в себя весь неприятный запах и надолго удалит его. Ни для кого не секрет, что майонез – это крайне вредный для здоровья продукт. Однако домашний майонез вполне себе безобиден и еще более вкусен. Для его приготовления смешайте небольшую баночку сметаны с 2 чайными ложками горчицы и 1 желтком сваренного вкрутую яйца. Из-за жесткой водопроводной воды на стеклянной посуде зачастую образуется белый налет, который не удаляется обычным моющим средством. Избавиться от него поможет 70% уксусная эссенция. Разбавлять эссенцию следует в соотношении 2 столовых ложки на полстакана воды. Залейте раствор в посуду, имеющую налет. Оставьте на 5 минут, затем тщательно промойте. Перед тем, как натереть сыр, оставляющий после себя трудноудаляемый жирный налет, смажьте терку небольшим количеством масла. Впоследствии вам будет намного проще отмыть сырный налет. Вот такие вроде бы простые, но настолько полезные советы для наших домохозяек. И не только, а до нас дозвонилась Илюза. Она первая прорвалась к нам в прямой эфир и надеемся, что даст правильный ответ. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Слово «водевиль» с французского языка. Ничего себе, мы не успели даже повторить вопрос, а вы уже ответили, еще ответили правильно. Мы вас поздравляем, и вот этот пригласительный в театр, в Качаловский театр достанется вам на спектакль «Водевиль. Пыль в глаза» на 16 июня. Мы вас поздравляем, мне кажется, совершенно великолепный выигрыш. Не кладите трубочку, вам расскажут, как забрать эти билеты. Поздравляем вас. И снова возвращаемся к теме начинающегося сегодня чемпионата мира по футболу. Сборные Колумбии, Австралии и Японии выбрали Казань и окрестности как базы для своих тренировок. Латиноамериканцы еще с первых визитов в Казань присмотрели для себя живописные Свияжские холмы. Место, где зимой катаются на сноуборде, а летом играют в гольф и просто наслаждаются сервисом высокого уровня вкупе с красивыми пейзажами. Австралийцы выбрали и расположились на базе хоккейного клуба «Акбарс». И, кстати, с большим аншлагом уже провели открытую тренировку на одном из городских полей.
А японцы заселятся на базе казанского футбольного клуба «Рубин» в авиастроительном районе города. Это единственный профильный объект из всех тех, которые заняты под базы сборных. Японцы привозят с собой в Казань своих поваров и продукты питания, хотя все мы надеемся, что гости страны восходящего солнца уж почему-то попробуют. Это однозначно. А то, считай, и не были в Казани. А мы предлагаем вам научиться готовить в домашних условиях наггетсы, кусочки куриного филе в идеальной, крепкой и очень хрустящей корочке. Кстати, для пополнения запаса английских слов, которые вам могут пригодиться в эти дни, скажем, слово «наггет» во время золотой лихорадки в Америке обозначало «самородок золота». Так что учимся готовить золотые самородки из куриного филе. Сегодня мы приготовим куриные наггетсы. Это отличный рецепт для тех, кому надоело есть курицу в отварном либо запеченном виде. И начнем с того, что порежем наше куриное филе на тонкие ломтики. Для того, чтобы курица была сочной и нежной, мы приготовим маринад из кефира и специй. Чтобы филе хорошо промариновалось, оставляем его на минут 30. Ну что ж, наши наггетсы уже на стадии полуготовности. Теперь каждый кусочек мы будем обмакивать в яйце, обваливать в крошки из отрубей и отправлять на противень. Наши красавчики почти готовы. Отправляем их в духовку на 30 минут. Выглядит очень аппетитно, осталось только попробовать. Получилось реально вкусно, поэтому рекомендую. Приготовьте этот рецепт дома и порадуйте своих родных. С вами была Женя. Еще один утренний сюрприз для телезрителей прямо сейчас. Пригласительный билет в дельфинарий достанется тому, кто ответит на следующий вопрос. О чем говорит парадокс Грея? О скорости дельфинов, о языке общения дельфинов или о размере мозга дельфинов? 570-50-75. Номер прямого эфира. Дозванивайтесь скорее. А у нас на очереди анонс самых интересных программ ТНВ, которые мы сегодня приготовили для вашего просмотра. Праздник надежды и радости. Когда весна и лето встречаются, марийцы верили, что в этот день добрые духи приходят на землю, чтобы охранять их весь год. Семы Каравай сегодня на ТНВ. У всех есть имена, и животные не исключение. Сегодня вы познакомитесь с ними поближе, а заодно узнаете, какие виды живут на планете. Атлас животного мира сегодня в 16:00 на ТНВ. Женя, вы бы посмотрели моего больного? У меня шарики не работают. Вроде оперировать надо, а вроде и нет. Посмотрел, ну, конечно, надо. Холодная стала. Нельзя подходить к столу холодной. Понимаешь? Хирургу Мишкину каждый день приходится решать самые разные проблемы.
Но в водовороте личных сложностей он не забывает о главном – лечить людей, невзирая на благодарности, звания и деньги. Олег Ефремов в драме «Дни хирурга Мишкина» сегодня в 21:00 на ТНВ. Ну что, продолжаем нашу программу. Пока до нас дозваниваются наши телезрители, мне кажется, пришло время поговорить о погоде, которая не очень нас радовала в прошедшие дни, но хотя говорят, что скоро потеплеет. Но нам, наверное, Даниор нам расскажет об этом. Лучше всего об этом расскажет наш коллега, он-то точно знает. Он вернулся, где же он был? Даниор! О! Ничего себе, привет! Привет, ребят! Всем здравствуйте! Доброе утро! Я, как обычно, с самого раннего утра рассказываю вам о погоде в Казани. Но для начала я хочу рассказать, почему я отсутствовал такое долгое время. Все просто, ребята. Я, представляете, заболел. Сейчас идет жуткий авитаминоз, и я лично от себя советую восполнять запасы витаминов и кушать как можно больше фруктов и овощей. Ну а я, как обычно, продолжу говорить о погоде. Сегодня в Казани ожидается облачная погода, и максимальная температура в Казани днем составит всего лишь плюс 17 градусов. Вечером будет и того прохладнее, всего плюс 8. Поэтому с собой нужно обязательно с утра взять какую-нибудь легкую курточку, потому что будет дуть ветер и будет прохладно. Так что у меня на этом все, друзья. Всем отличного настроения, грейте себя и своих близких. А самое главное, конечно, не болейте. Так, спокойно. Да, нет, я только переживал, что он за дорогой и время от времени не следит, знаешь, но зато рассказал про погоду. Наблюдая за счастливым Даниором, наконец-то выздоровел. Даниор, пожалуйста, больше не болей, не оставляй так нас надолго. Я даже прослушал прогноз погоды, я потом с ним лично пообщаюсь. Но, дорогие друзья, сейчас у нас реклама, но вы пока дозваниваетесь, отвечайте на вопрос. У нас вот такой вопрос мы задавали. О чем говорит парадокс Грея? О скорости дельфинов, о языке общения дельфинов или о размере мозга дельфинов? 570-50-75. Ждем нашего победителя. Ну а пока реклама на ТНВ. Это программа «Здравствуйте». У нас есть дозвонившийся, и мы, продолжая наш розыгрыш, сейчас повторим вопрос. О чем говорит парадокс Грея? О скорости дельфинов, о языке общения дельфинов или о размере мозга дельфинов? И до нас дозвонилась Сария. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро всем. Вы такие позитивные, красивые. Вот хочется только отвечать на ваши вопросы. Итак? Отвечайте. Ну, естественно, о скорости дельфинов был парадокс Грея. Парадокс Грея, правильно, о скорости дельфинов, а именно, парадокс Грея говорит о том, что законы гидродинамики не позволяют дельфинам двигаться со скоростью более 40 километров в час. Но почему-то именно такая скорость была зафиксирована биологом Греем. Объяснения этой скорости нет, поэтому существует парадокс с таким названием. Ну что ж, Сария, мы вас поздравляем. Этот пригласительный в дельфинарий достается вам. Очень рада, что у нас такие смелые и преданные поклонники, которые дозваниваются, верно отвечают и забирают вот такие замечательные призы. Мы вас поздравляем и продолжаем. Итак, сегодня стартует долгожданный спортивный праздник – чемпионат мира по футболу. На площадке Фан-феста у центра семьи Казан организована единственная официальная площадка для просмотра матчей за пределами стадиона. И сегодня в 6 часов вечера там будет организована трансляция первого матча между сборными России и Саудовской Аравии. Но фестиваль болельщиков в Казани в день старта чемпионата мира 2018 откроется грандиозным театрализованным шоу. А еще наш город приготовил обширную культурную программу во время всего Мундиаля. Анонс некоторых культурных событий этой программы в нашем следующем сюжете. В период чемпионата мира по футболу болельщики смогут посетить не только матчи мировых сборных, но и множество концертов и спектаклей. 16 июля в БКЗ пройдет концерт фестиваля «Белая сирень». Фестиваль носит имя Сергея Рахманинова, который по приглашению Федора Шаляпина бывал в Казани дважды. Произведения русского композитора прозвучат в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики и пианиста Дениса Мацуева. Не менее интересная программа в Камаловском театре. Ради чемпионата мира по футболу мы беспрецедентно поздно закрываем свой сезон 6 июля. Вот, закрываем голубой шалью, наша визитная карточка. А вообще мы показываем 11 спектаклей с 14 июня. У нас все спектакли, они идут с синхронным переводом на английский и русский языки.
То есть независимо даже от того, есть ли турист, нет ли туристов, чемпионат мира, не чемпионат мира, каждый день у нас приходят 2 переводчика и переводит один с татарского на русский, другой переводит с татарского на английский. На территории Пушечного двора Казанского Кремля фестиваль «Музыка веры» соберет исполнителей исламской, христианской и другой религиозно-этнической музыки. В Театре оперы и балета подготовили специальную программу «Шаляпин, Нуриев, Казань». Для любителей хореографии «Баедерка», «Лебединое озеро» и «Золотая Орда», неравнодушным к опере «Пиковая дама» и «Турандот». В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Качаловском театре 4 спектакля. «Укрощение строптивой», «Глумов», «Женитьба» и «Дядюшкин сон» Федора Достоевского. Не забыли и о юных болельщиках. Чем порадовать искушенного зрителя, знают казанские кукольники. Не раз выступали за рубежом. Среди спектаклей, как «Красная шапочка», «Приключения 3 поросят» и «Гоголь», «Ночь перед Рождеством», и «Муха-сокотух», естественно. И на татарском языке тоже будут 2 спектакля. Это «Суаннаса водяная», «Гаплатука», это классика. И новая пьеса «Рябель Меганкичик», «Щенок, не умеющий лаять». Будем надеяться, что спектакль понравится нашим гостям. Для гостей только самое лучшее. Мы очень много ездим. Везде разная оценка, восприятие зрителей. Например, когда мы в Турции были, они ногами хлопают, прямо криком. Это для нас было как-то ново. Восторг они выражают. А когда мы в Каннах выступали, у них же в этих европейских странах немножко другая эстетика. Показывали «Гуси-лебеди» и спектакль «Закинул я удочку», там татарский фольклор, татарская музыка звучит, и они стоя аплодировали, браво, браво, кричали. Для нас это как-то было неожиданно. Седьмой международный образовательный форум «Салят» в Белярске открыт. Целых 6 смен ждут молодых, перспективных молодых людей. Чему будут посвящены смены? Говорим этим утром с Айгуль Габдрахмановой, директор молодежного центра «Салят», и Алией Ахметовой, старшей вожатой смены «Салят» Раушан. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, расскажите, какие смены или форумы, как вы их называете, будут в этом году? В этом году, на самом деле, все поменялось. В этом году у нас целых 6 смен. Раньше мы уже 20 лет традиционно проводили 1 смену фестиваля, потом это 1 смена международного форума, потом 2 смены, и в этом году сразу 6. В этом году мы заезжаем в Белярск с 21 июня и по 7 августа, можно сказать, мы будем все лето там. И это 6 смен, каждая смена имеет свое название и свою тему, тематику. Первая смена это, например, Беляр Soft Skills форум, дальше это у нас Arts Беляр форум, дальше это у нас традиционная смена Салят Беляр форум, 4-я смена посвящена IT, 5-я смена Leaders Беляр форум и 6-я смена это Медиа Беляр форум. Вот это да! Нормально, охватили все, что возможно. А каких ребят ждете и как можно было попасть в ваш лагерь? Расскажите, пожалуйста. Ну, параллельно с форумами, вот 6 форумов у нас будет в этом году, у нас еще 25 профильных смен, они тоже идут на протяжении всего лета, и каждая смена имеет свое какое-то направление, свою специфику. Если говорить о форумах, то здесь тоже вот Айгуля подсказала уже, что каждый форум имеет свое направление, и дети у нас всесторонние, талантливые дети со всей республики, также со всей России, со стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные критерии отбора детей, ну, например, если говорить про наш Алан Салят Раушан, то здесь уже мы работаем с детьми-олимпиадниками. Также существуют еще и другие лагеря, где, например, нужны дети с творческим направлением и дети, которые просто заинтересованы в развитии своего творческого потенциала, какого-то другого потенциала, может быть, спортивного. Вот. Как интересно. Основная цель у нас талантливые дети. Да, я вот только хотел было спросить у вас, только ли татарстанские дети могут принимать участие, как вы уже здесь сказали, что из зарубежья, а откуда, из каких стран, если не секрет? Если говорить про Россию сначала, то это более 40 регионов России. Это и Москва, и Петербург, это и юг, и север, можно сказать, вся Россия. А если говорить про страны ближнего и дальнего зарубежья, в этом году при поддержке президента Рустама Нургалиевича Минниханова у нас реализуется проект
«Атлант» и «Тулпар». И в рамках этого проекта 50 соотечественников со всего мира, можно сказать, приезжают к нам. Там и Америка, включая и Соединенные Штаты Америки, и Канаду, там и Австралия, там и Европа. Ну, в общем-то, можно сказать, весь мир. Это 50 школьников со всего мира, которые прошли конкурс и приезжают к нам на лето. Но говорят, что прям смены будут, самые-самые. Ну, а что же самое вот интересное ожидается, чем будут заниматься дети? Вот, может, что-то новенькое они покажут? Можно сказать, у каждой смены есть своя программа. То есть, если у нас подъем начинается с 7 утра, то спать ложатся дети в 11 вечера. У нас нет, как в традиционных лагерях, тихого часа. Да. Целый день насыщенная программа. Это и образовательная программа, согласно специфике и направлению смены форума. Это и культурная программа, творческая программа. Ну, естественно, самое ценное, что получают дети там, это момент общения. Потому что, представьте себе, поле 2000 участников со всех районов, регионов России. И каждый из них лучший в своей школе, в своем районе, в своем регионе. Великолепный опыт. Приезжает. И еще такие же сильные наставники айдаманы, которые с ними 24/7, можно сказать, и учителя. Стазлар мы их называем, и это огромная сила, это большая синергия получается, когда встречаются вот такие таланты. Великолепно. Это же обмен и своими навыками, да, и вот вообще и энергетика, и знакомство. А возраст какой детишек? От и до. В наши лагеря мы каждый год стараемся спустить планку в плане возрастного ценза, потому что огромный спрос. Если раньше мы принимали только 7 класса, то сейчас мы в лагеря берем уже с 5 класса. Мы работаем над этим, обучаем специально айдаманов, потому что у каждого возраста, естественно, свои особенности и прелести, так скажем, да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы делаете, и будем надеяться, что погода не подведет, и детишки насладятся, как говорится, не только общением, но еще и, конечно же, и солнцем, и теплом. Природой и, самое главное, да, шикарной погодой. На самом деле может приехать каждый, кто хочет. Для этого у нас есть сайт bilyard.salyat.biz. Можно зарегистрироваться в качестве обычного слушателя и приехать посмотреть своими глазами. А вот, пожалуйста, вот и планы. Вот напросились. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам на программу, а мы продолжаем. И сейчас афиша культурных событий сегодняшнего дня, кроме заявленного открытия чемпионата мира по футболу. Слово Камиле Хакимуллиной. Доброе утро, Камила. Доброе утро! Сегодня 14 июня и с вами Камила Хакимуллина. Прямо сейчас вас ждут 2 интересных обзора на замечательные мероприятия. Все подробности через пару секунд. А где-то там, когда приходит вечер, заплаканная, мокрая от слез. Ирина Дубцова в Казани. Она прославилась на всю страну после шоу «Фабрика звезд», когда был записан сингл о нем. С тех пор первый успех превратился в настоящее всенародное признание. Каждый ее концерт – шоу высоких сценических технологий на основе мелодий, покоривших всю страну. Диджей Фил в нашем городе. Диджей Фил – лучший диджей России, что не раз подтверждалось рейтингами в известных изданиях и признанием от топовых диджеев со всего мира. Не пропустите! Интересный намечается вечер, но не будем останавливаться. Продолжайте нас смотреть, и вы узнаете, какой спектакль можете посетить сегодня. Спектакль «Двое на качелях». Гитель занимается танцами и ведет довольно вольный образ жизни. Джерри молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна их нечаянная встреча перерастает в свидание. Они настолько разные, что их отношения похожи на качели. Смогут ли они быть вместе, узнаете сегодня вечером. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Пока-пока! Спасибо, Камила. И завершим предсказание астрологов. Весы получат награду за прошлые достижения, а вот новую работу придется выполнять в экстренном режиме, чтобы тоже не упустить премию. На спорные моменты лучше смотреть сквозь пальцы, тогда они покажутся вам больше забавными, чем проблематичными. Скорпионам сегодня не стоит привлекать к себе всеобщее внимание. Им полезнее просто на некоторое время уйти в тень. Не стоит в этот день торопиться с осуществлением планов. Лучше дождитесь благоприятного момента и заручитесь поддержкой.
поддержкой союзников. У стрельцов сегодня многое будет идти не так, как им хотелось бы. Вам будет сложно найти с близкими общий язык. Все, кто вас поддерживал ранее, сегодня будут относиться к вашим действиям критически. Постарайтесь в сложной для вас ситуации проявить себя с лучшей стороны. Этот день не самый лучший и для козерогов. Если вы рассчитывали сегодня получить награду, то вас, скорее всего, в этот день ждет разочарование. Но в личной жизни возможны серьезные перемены к лучшему. Так Это что не все так плохо. Водолеи, счастье, которое вы сегодня испытываете, может на время закрыть вам глаза и затмить разум. Это особенно вероятно для водолеев, переживающих момент личной славы или конфетно-букетный период любовных отношений. Если вы относитесь именно к их числу, постарайтесь вовремя сбросить розовые очки и взгляните на ситуацию более трезво. А рыбам гороскоп обещает радостный денек, когда никто и ни за что не сможет его испортить. Наоборот, все вокруг поддерживают вас как морально, так и мудрым советом. Вот и закончился наш гороскоп, но наш и без того красивый город, встречая чемпионат мира по футболу, преобразился просто невероятно. Сразу видно, в Казань пришел праздник. Праздник футбола. Даже не являясь болельщиком, например, футбола, хочешь, не хочешь, ты просто уже хочешь кричать «Оле!». Хочешь кричать «Оле-оле» и видеть все эти красоты и ощущать все это. Давайте насладимся некоторыми видами нашего города. Красиво, и несмотря на то, что погода пока еще не совсем нас балует солнечными днями, но я думаю, уже вот-вот. Ну, для болельщиков, мне кажется, Предлагаю напомнить о сегодняшней погоде. Да, сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. Пожалуйста, не забывайте зонты, выходя на улицу, но ни в коем случае не расстраивайтесь. Это же, ну, подумаешь, дождик. Не помешает это сегодня болельщикам нашей сборной, которые хотят и будут поддерживать нашу страну. Если вы помните, во время плей-офф, когда наш Акбарс, вот до того, как взял кубок, я всех призывал поддерживать, и мы выиграли. Давайте так же, чтобы все сработало. Мы сами все вместе будем у экранов, на стадионе поддерживать нашу сборную, несмотря ни на что, несмотря на все трудности. Мне кажется, есть все возможности на домашнем чемпионате. Как говорится, дома и стены помогают. Поэтому давайте, болельщики, соберемся и поддержим сборную. Это все, что мы можем для нее сделать. Остальное ребята уже сделают сами на поле. Чувствую, я сегодня тоже буду болеть, послушав тебя. Обязательно. Ну, слушай, это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. И, пользуясь случаем, поздравляем всех мусульман с наступающим завтра праздником Ураза Байрам. Программа «Здравствуйте» прощается с вами до понедельника. С вами были Ассоль Мухамедзянова и Рустем Каримуллин. А в понедельник встречайте наших коллег Светлану Звонарева и Влада Портнова. И они вам скажут «Здравствуйте». Будет масса интересного и полезного. Смотрите повторы наших программ на нашем сайте www.tnv.ru. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте и в Инстаграм. Мы вас любим. Прекрасных выходных. Болейте за наших. Россия, вперед! Всем пока! Оле, оле, оле! Россия, вперед!